пальчиковый фингал. Для этого нам нужны продукты: лук, чеснок, яйца, соль, молотые орехи, сливочное масло для добавки в тесто, мука для скалки теста, топленое масло для подливки, курица и вода. Для замешивания теста я мешаю масло сливочное, яйцо и соль. Чуть-чуть. Да, и соль. На деревянную доску для скалки теста мы кладем муку. Затем берем тесто и делим его на 3 части. С 3 частей теста делаем комочки круглой формы. Берем 1 комочек круглой формы и кладем на деревянную скалку. И сыпем мукой. Теперь мы раскатываем тесто до среднего размера. Теперь мы на раскатанное тесто посыпаем муку. А теперь мы режем ножом тесто на узкие полосочки. Полосочку теста раскатываем на дощечке и придаем круглую форму. Такие полосочки круглой формы мы делим на кубики. И кубики мы нажимаем пальцем. Бульон сварен, и мы вынимаем курицу. Готовые пальчиковые изделия мы бросаем в кипящую воду. Нарезаем на мелкие кусочки. Сковородку, потом добавляем топленое масло для жарки. Поджаривается лук до полной готовности. Мы очищаем 4 долька чеснока. Очищенные дольки чеснока кладем в ступню для чеснока. Опускаем в ступню для чеснока. Чтобы помочь его там. Добавляем соль. И теперь мы ступней начинаем толочь чеснок в этой ступне. В толченый чеснок мы добавляем охлажденный бульон. Готовый хинкал наливаем в тарелку. Готовый хинкал наливаем в тарелку. Добавляем поджаренный лук с маслом. Затем добавляем чесночный бульон, ложечку. Немного чеснока. Ложечку или 2 ложки? Молотый орех. Кладем вареную курочку сверху. Приятного аппетита!